Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите очередной выпуск еженедельного спортивного обозрения «Тайм-аут», которое представляет вам Управление физической культуры и спорта Лабинской районной администрации и администрация Лабинского городского поселения. С вами ведущий Юрий Рябовов. Пришла весна, но эта весна больше похожа на хорошую русскую зиму. Но, тем не менее, соревнования продолжаются под крышей. Дети участвуют в соревнованиях. В сегодняшней нашей передаче это настольный теннис, плавание, мини-футбол и волейбол. Смотрите в нашей передаче далее. В течение месяца с 5 февраля по 4 марта в спортивном зале городского дома культуры проходило первенство города по волейболу среди мужских команд. В этих соревнованиях приняли участие 6 команд: «Бытсервис», «Квартал», «Аграрный техникум» и 3 команды детско-юношеской спортивной школы по игровым видам спорта. Игры проходили по круговой системе из 5 партий. Основная борьба за победу развернулась между 3 командами. Это «Бытсервис», «Квартал» и Лабинский аграрный техникум. Хотелось бы отметить команду техникума, возглавляемую членом сборной города Чубарем Сергеем, которая составила здоровую конкуренцию более маститым игрокам. В итоге чемпионом города стала команда «Бытсервис». На втором месте команда «Квартал», ну и третье место у команды Лабинского аграрного техникума. Четвертое место заняла команда ДЮСШ номер 2, игроки 97-98 годов рождения. В этой команде играют 4 члена сборной Краснодарского края: Иванкин Владимир, Горошенко Роман, Кириленко Владимир и Маковкин Эдуард. Кстати, этим ребятам предстоит с 20 по 30 марта защищать честь Краснодарского края в финале России в городе Белгороде. 5 место у третьей команды ДЮСШ номер 3, которую тренирует Германов Александр. 6 место у команды ДЮСШ номер 1. За команду победителей выступали Ельцов Дмитрий, Великанов Игорь, Иванкин Алексей, Германов Александр, Кравченко Алексей, Горошенко Виктор, Махов Михаил, Филинович Сергей. Соревнования прошли на высоком организационном уровне. 4 марта в плавательном бассейне состоялись соревнования, посвященные первому весеннему празднику, Дню 8 марта. Участвовало около 100 пловцов на дистанции 100 метров комплексного плавания. Особенно хотелось бы отметить юных спортсменов 2002 года рождения и моложе. Это Бабур Илья, Минаева Карина, Антошкин Александр, Гостева Милана, Демьяненко Вероника, Сорокина Анастасия, Крылов Денис, Ересова Карина, Волчанский Даниил, Малышев Кирилл, Чекалова Екатерина, Корунникова Ангелина, Малюкина Татьяна и Микюшин Данил. Большие слова благодарности выражают спортсмены и тренеры спонсору. Это предприятие торговый дом ВВВ в лице генерального директора Левова Ивана Владимировича, который предоставил медали и грамоты для награждения спортсменов. Легкая атлетика. С 27 февраля по 1 марта в Пензе проходили всероссийские соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек 97-98 годов рождения. Более 400 сильнейших спортсменов из разных уголков страны в течение 3 дней боролись за медали в различных видах программы. В этих соревнованиях принял участие наш земляк, воспитанник ДЮСШ лидер Данила Зинченко. Выступал он на дистанции 800 метров. В компании более чем 35 сильнейших спортсменов страны, где борьба велась за каждая тысячная доля секунды. Данила стартовал в сильнейшем забеге и в итоге занял 2 место, уступив всего лишь 0,3 секунды спортсмену из Калининграда. Тренируется Данила у тренера-преподавателя ДЮСШ лидер Романина Романа Владимировича. Поздравляем Данилу Зинченко и его тренера с этой победой. Настольный теннис. 3 марта прошли соревнования по настольному теннису, также посвященные Международному женскому дню. Соревнования проводились среди мальчиков и девочек в 2 возрастных категориях. Среди девочек младшего возраста победила Фухт Александра. 2 место у Зыбиной Любы. На 3-м месте Макаренко Таня. Среди девочек старшего возраста победила Нариньянс Марина. 2 место у Колонченко Екатерины, 3 у Митрухина Анастасии. У мальчиков младшего возраста победил Косткин Денис. 2 был Туманов Владислав, 3 Шершнев Денис. А у юношей, те ребята, которые постарше, первенствовал Вакуленко Дима. 2 был Пырялов Юрий, на 3-м месте Костюкович Ростислав. Также прошел турнир среди ветеранов с участием приезжих спортсменов. В этом турнире первенствовал Леонович Стас из Майкопа, мастер спорта. 2 был Юрий Горохов из Майкопа, также мастер спорта. 3 место у Фичкина Олега из нашего города, кандидат в мастера спорта. Завершается зимний открытый чемпионат города и района по мини-футболу на резиновой площадке. Вы сейчас наблюдаете за играми, которые состоялись в минувшие выходные. Очень интересный турнир.
Команды, претендующие на победу в этом турнире, расположились следующим образом. Посмотрите на турнирную таблицу. У команды «Джавах» 47 очков, но она уже завершила турнир. А вот команда «Фаворит», которая претендует на первое место, в последнем туре, в следующую субботу, 10 числа, встречается с командой «Родина». Команда «Родина» уже заняла 3-е место, выше ей не подняться. Но команде «Фаворит» для победы в чемпионате необходимо победить своих грозных соперников для того, чтобы стать чемпионом. Ну и вы как раз посмотрите за встречей между командами «Джавах» и «Родина». Команда «Родина» в зеленых накидках. В этой встрече победила команда «Джавах» со счетом 4-1. И надо сказать, что просто прекрасный сезон проводит Плесовских Юрий, лидер атак команды «Джавах». Среди бомбардиров Юрий в высшей лиге лидирует, забив 53 мяча. Это больше половины всех мячей, которые забила команда. Также среди бомбардиров Шендрик Евгений из команды «Фаворит» с 30 мячами. И на 3-м месте Шутов Сергей из команды ГНС «Спартак», 28 забитых мячей. Кстати, в последнем туре команда «Фаворит» обыграла команду ГНС со счетом 4-1. Была названа сборная тура, в которую вошли вратарь Ефанов Анатолий, полевые игроки Гукасян Андроник, Плесовских Юрий, все трое из команды «Джавах». И 2 игрока из команды «Фаворит». Это Чурсин Алексей и Зайцев Максим. В первой лиге турнир также завершился практически. Здесь на первом месте команда «Полиции», возглавляемая лучшим бомбардиром первой лиги Вячиным Александром, у которого забито 14 мячей. Брык Максим из этой же команды забил 12 мячей. У Лещенко Ивана из команды «Факел» 10 забитых мячей. Во второй лиге победила команда воинской части 32-19. На 2-м месте поселок Красный, на 3-м команда МЧС. Здесь среди бомбардиров делят 1-е и 2-е место Воробьев Андрей из воинской части 32-19 и Платон Владимир из команды «Кубань», у которых на счету по 21 мячу. Также завершается турнир студенческой лиги, практически завершен. Здесь чемпионом стала команда «Фаворит» детской юношеской спортивной школы игровых видов спорта. На 2-м месте команда средней школы номер 13 станицы Владимировской. И на 3-м многократный победитель этого турнира команда Вознесенского колледжа молочной промышленности. 3-е место, смена поколений, смена тренера. Среди бомбардиров студенческой лиги первенствует Шендрик Евгений из команды «Фаворит», 57 мячей. На 2-м месте Папандополо Павел, также из команды «Фаворит», 50 мячей. И Кошевой Денис, средняя школа номер 13, станица Владимировская, 42 забитых мяча. Вообще турнир проходит очень интересно. 10 числа, как я уже говорил, в субботу состоится последний тур. И я вам скажу, что в 14:00 игра номер 1. «Родина» встречается с «Фаворитом». Фавориту для победы необходима только победа. Также играют команды ГНС «Спартак», САР, «Физик», ЛЭС. Кстати, на вылет стоят из высшей лиги команды «Физик», ЛЭС и «Арарат». Ну а из первой лиги поднимутся команды «Полиция», команда «Ветеран» и команда ЧМЛК, скорее всего, потому что еще одна игра не сыграна. Вообще, последний тур будет решать, конечно, очень много. Прежде всего, отнести к интриге, достойной интриги, это то, что в последнем туре будет определен чемпион. В случае ничейного результата команда «Джавах» чемпион. Ну а если побеждает «Фаворит», «Фаворит» становится чемпионом. Команде «Родина» тоже при смене поколений 3-е место. Ну и на сегодня это все. Вы смотрели очередной выпуск еженедельного спортивного обозрения «Тайм-аут», которое представляет вам Управление физической культуры и спорта Лабинской районной администрации, администрация Лабинского городского поселения. С вами был ведущий Юрий Рябовой. Всего вам доброго, до свидания и не забывайте заниматься спортом.